Центр культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина в Нерюнгри стал самым настоящим эпицентром культурной жизни, местом притяжения жителей и гостей города. Здесь проходят все праздники, торжественные собрания и все самые важные и значимые события Нерюнгринского района. Сейчас в центре идет активная подготовка к новому творческому сезону. В новый творческий сезон у нас начнется в сентябре. Детей поздравим с 1 сентября. В октябре мы повторим концерт, который был на Иссык-Аланхо, для родителей, для детей, кто участвовал, с поздравлениями. Дальше у нас будет праздноваться 50-летие города и района в ноябре. Декабрь, понятно, Новый год, будут утренники, в дальнейшем все праздники, как обычно. И на следующий год будет 40 лет трагедии Чернобыльской АЭС, тоже будет мероприятие, посвященное этому событию. Весной, как обычно, наши коллективы будут проводить свои отчетные концерты. Каждый творческий сезон – это колоссальная работа, которую проделывают сотрудники, руководители и участники творческих коллективов. Грядущий сезон не станет исключением. Начинается новый творческий сезон, мы с нетерпением его ждали, он обещает быть сложным, но интересным и насыщенным. Все мы прекрасно понимаем, что впереди нас ждет в первую очередь грандиозное событие, касающееся юбилея нашего города и Нерюнгринского района, это в первую очередь. А на данном этапе наши творческие коллективы открыли набор, и мы ждем пополнения новых интересных творческих людей в наш союз братства Центра культуры и духовности. Впереди интересные проекты, как всегда, у Дэн-шоу «Экзотики» в декабре месяце. Все творческие коллективы, конечно, чем-то удивят в моментах своих отчетных концертов, но об этом по мере поступления творческого сезона. Новый творческий сезон в Центре культуры и духовности откроется с новым современным оборудованием, которое обеспечит высокий уровень звука. Его смогут оценить не только специалисты, но и зрители. Всего было установлено 40 акустических систем, 9 усилителей, проложено 1,5 километра акустического кабеля. Установкой занимались специалисты компании «Аврора». Они же являются и разработчиками акустических систем. 80, сколько там у нас было, тащи еще на 4, на 5. 83 тащи еще на 5 децибел вверх. Мы установили акустические системы, основные акустические системы, это левая и правая сборка, левый-правый портал, так называемый, фронтфилы, мониторные системы, напольные мониторы на сцене, прострелы, то есть полностью оснастили зал системой звукоусиления. Это новая акустическая система, полностью нашей разработки, обеспечивает равномерное покрытие. Мы тут провели прослушивание, изучили, как зал вообще себя ведет. Все довольны результатом, все озвучено равномерно, качественно. В общем, никаких претензий нет. Профессиональные акустические системы, соответственно, применение везде, где нужен звук. Это могут быть клубы, это могут быть спортивные залы, это могут быть театры, это могут быть конференц-залы. То есть все, где требуется звукоусиление, там применяется наша акустическая система. Образцовый детский ансамбль «Ладушки» города Нерюнгри создан 25 лет назад. И все это время ребята принимают самое активное участие в различных городских мероприятиях и благотворительных концертных программах. Ну а для самых маленьких жителей Нерюнгри в Центре культуры и духовности с большим успехом работает подготовительная вокальная группа «Подсолнухи». И с каждым годом желающих ее посещать становится все больше и больше. Мы уже активно готовимся к новому творческому сезону и к учебному процессу в общем. Сейчас идет этап набора детей в коллектив «Подсолнухи». Это дети 4-6 лет. И также идет набор в коллектив «Ладушки». Возрастная категория детей 7-13 лет. В этом году очень много будет различных мероприятий. Будут также юбилейные даты. Это и День города, и, собственно, юбилей образцового ансамбля «Ладушки».
Конечно, мы каждый год готовим новую программу, новые номера. Мы разбавляем это различными постановками, сцен-движением, театральными постановками. То есть в этом году тоже будет много разных коллабораций. Мы очень ждем всех вас на наших мероприятиях. С каждым годом бальное движение в республике начало охватывать все большее количество якутян. Студии Мэри Дэнс в этом году исполнилось всего 3 года, но даже за такой относительно небольшой срок обучения самые юные воспитанницы показывают блестящие результаты на соревнованиях различного уровня. Конечно, мы с нетерпением ждем новый творческий сезон. Репетиции, подготовка к мероприятиям, концертам, к соревнованиям. Потому что для моей студии, конечно, так как у меня студия спортивно-бальных танцев, соревнования – это неотъемлемая часть и главная часть нашей деятельности. Конечно, этот творческий сезон мы уже запланировали различные выезды, соревнования, победы, надеюсь. Мы будем к этому готовиться, стараться. И, как и любой коллектив, мы объявляем набор в нашу студию деток. Приходите к нам. Каждый номер вокальной студии «Апельсин» – яркое событие, неповторимое, всегда удивительное и зрелищное. Солисты коллектива обладают высоким исполнительским мастерством и пользуются заслуженным авторитетом. Профессиональный рост коллектива, стабильный состав, широкий по своему разнообразию репертуар – все эти качества способствуют успешному существованию и развитию вокальной студии «Апельсин», воспитанники которой уже много лет радуют зрителей своим талантом. Несмотря на то, что творческий сезон у нас еще не начинался, тем не менее я хочу сначала проговорить про наши успехи. В течение лета у нас были, в общем-то, значительные успехи. Мы победили на республиканском конкурсе авторской песни «Берег дружбы», стали лауреатами, дипломантами. Ну и значительная победа – это победа нашего солиста Артема Егорова на национальном проекте Олега Газманова «Родники-2025». В начале творческого сезона у нас всегда осуществляется набор в нашу вокальную студию. Так как у нас в городе очень много талантливых детей, мы всех их ждем. Прослушивание ведется начиная с 6 лет. Если ребенок вас желает, обязательно приходите к нам на прослушивание. Надеюсь, что творческий сезон для нас сложится удачно. Уверена просто, что наши лучшие номера, лучшие проекты впереди. В данное время, вот прямо сейчас идет подготовка к международному фестивалю «Детство на Амуре», который у нас проходит ежегодно в городе Благовещенск. Финалисты поедут в Китай. Талантливые жители города Нерюнгри дарят друг другу плоды своего творчества в литературной гостиной «Встреча». Поэты и барды выступают на всевозможных мероприятиях района и даже выпускают большие сборники собственных произведений. И на новый творческий сезон у литературной гостиной традиционно грандиозные планы. В новом творческом сезоне, конечно, у нас много детей ходит. Дети начинают тоже писать у нас музыку и стихи. И поэтому я очень рада, что у нас не останавливается творчество на тех, кому, в общем, уже много лет. А у нас есть поколение, которое идет за нами. Мне бы тоже очень хотелось сказать, что всегда в литературных гостиных принимают участие у нас Марина Трубникова, ансамбль «Апельсин», который блеснул своим тоже творчеством. Девочки, если в том году они еще не играли на гитарах у Татьяны Вячеславовны, сейчас уже играют на гитарах, выходят. Это настолько поразительно, изумительно и здорово, что авторская песня живет в нашем городе. Она будет жить, пока мы постоянно проводим литературные гостиные. Творческий сезон –
мы начинаем очень с таким вдохновением, потому что звание лауреатов, получившие нам в республике, на всю республику, мы стали первыми. И поэтому у нас очень такое хорошее впечатление, ощущение и творческий накал. Дэнс-шоу-группа «Экзотика» – единственный в Нерюнгринском районе коллектив, способный дважды за полгода давать концерты в Центре культуры и духовности, собирая при этом полные залы. Уход от обычных штампов, попытка в каждом танце, в каждом образе найти собственный, оригинальный взгляд на тему, хороший звук, отличный свет и впечатляющие спецэффекты действительно создают атмосферу настоящего шоу, за которое этот коллектив и любят зрители. Новый творческий сезон начнется вот-вот, все в ожидании, мы готовы, как никогда. Начнем мы, как всегда, стандартно, но для людей и гостей города мы, естественно, готовим совершенно новую программу, которая состоится вот-вот уже в декабре. Уже могу я открыть секрет, что у нас в гостях будет золотой состав группы «Стрелки». Будет много совместных проектов, очень много будет интересного, но это все люди узнают только на концерте. Центр культуры и духовности постоянно живет и дышит творчеством, находясь в центре самых ярких событий. Идет в ногу со временем. И в новом творческом сезоне коллективы «Центр» снова будут увлекать зрителей своей энергией и дарить положительные эмоции и радость.